Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на день, на 12 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Итак, основное событие у нас показано картой Королева Пентаклей. Это у нас то, что помогает, это то, что мешает, это работа, это финансы, это отношения. Посмотрим, будем помогать себе колодой цыганской. Королева Пентаклей. Карта, которая говорит о том, что у вас будет сегодня такой день, что вы привлекаете к себе всеобщее внимание. Вы можете управлять собой, своими чувствами и можете руководить, да, вот каким-то процессом очень важным для вас, влиять на других людей словом, своим действием и так далее. Кроме того, это карта, которая говорит о том, что вы очень стабильно себя чувствуете в жизни, вы, скорее всего, либо получите какую-то новость о том, что улучшается ваше материальное положение, или, может быть, вы назначены на какую-то должность высокую, или, может быть, какие-то деньги придут очень хорошие, такие крупные, да, может быть, это будет даже деньги, будут деньги даже вашего партнера, других людей, банковские деньги, да. В общем, здесь у вас какая-то прибыль может быть очень хорошая. Кроме того, вы будете чувствовать себя на высоте, вы будете чувствовать, что контролируете ситуацию. И также карта говорит о каких-то приобретениях, очень, может быть, ценных. Это может быть не только дорогие, красивые вещи, да, это может быть и там золото, бижутерия, могут быть подарки у вас сегодня. Может быть, вы будете заниматься какими-то делами, связанными с, может быть, защитой своих интересов. Может быть, вам нужны будут сегодня союзники, поддержка какая-то. Кто-то, может быть, даже адвоката будет искать, нанимать и так далее. В общем, карта говорит о том, что вы в очень такой активной позиции находитесь, и вот все в ваших руках. Вы можете повлиять на ситуацию, причем вы это делаете довольно-таки тактично, мягко, без резких движений, но можете твердо стоять на своем, и вот все вас слушают, обращают на вас внимание и так далее. То есть ваша сила как раз в том впечатлении, которое вы производите на людей. Теперь давайте посмотрим, чего больше всего это касается. Больше всего это касается денег, больше всего это касается какой-то интеллектуальной деятельности, разрешения каких-то сложных, мутных таких вопросов, да, или, может быть, решение каких-то вопросов, связанных с конкуренцией, допустим, да, или с какими-то обманами. В общем, вы будете очень в таком боевом настроении, но при этом будете действовать мягко и к вам прислушиваются. Может быть, кто-то будет помогать вам, какой-то человек, который занимает хорошее такое высокое положение в обществе, либо владеет бизнесом, либо имеет возможность решать какие-то вопросы, может быть, при власти, да, и вот на помощь такого человека можно опираться. Да, это человек, скорее всего, известный, человек успешный, да, может быть, даже у него немало денег. Так, теперь следующие события, которые у нас будут происходить, это то, что нам помогает. Помогает карта Дьявол у нас старшего аркана. Это значит, что будут очень важные какие-то решаться вопросы, связанные с вашим статусом, с вашим, может быть, бизнесом, у кого он есть. Это может быть решение каких-то вопросов, связанных с профессией. Может быть, придется брать на себя какую-то ответственность большую, да, какую-то, может быть, главную роль в чем-то играть. Может быть, нужно будет себя рекламировать для того, чтобы получить то, что вы хотели бы.
А также карта говорит о том, что сегодня вот вам будет помогать, возможно, человек, который высоко стоит. Посмотрите, у вас тут два человека выпадают, которые вам помогают, да? Два человека, которые могут значительное влияние оказать на вашу жизнь. Поэтому, если у вас есть в окружении такие люди, обращайтесь к ним за помощью. Это очень продвинет вас, очень поможет в достижении ваших целей. Также карта может говорить о победе в суде, может быть, о каком-то профессионализме, да, о котором должны все узнать. Карта может говорить о том, что поставлен, наконец, верный диагноз, если, допустим, у вас есть болезнь, и вот есть возможность вылечиться. Очень часто эти карты говорят о родителях супруга вашего, да, супруги. Может быть, с ними какие-то дела, может быть, вмешательство их в жизнь вашу. Ну, здесь дружеское вмешательство, может быть, просто вам нужна помощь. Да, может быть, стабильность какая-то нужна в жизни, поэтому вот вы можете к этим людям обращаться. Что будет мешать? Двойка жезлов. Мешает то, что вы никак не можете, может быть, поделиться своей ответственностью с другими людьми, да, может быть, вы привыкли, что вы все решаете самостоятельно, и вам трудно, допустим, какого-то лидера еще рядом с собой терпеть. Вам хочется, чтобы вот все было по-вашему, да, вот как вы сказали, так и есть. Вот видите, вот тут девушка стоит спиной, ну, как бы к тому, что в комнате есть, и руку приподняла, мизинец вот так выделила. Мизинец — это и есть у нас общение, да, это коммуникации, это возможность зарабатывать деньги. То есть получается так, что вы вредите себе как раз в этих сферах, вот потому что не хотите сотрудничать, потому что не хотите делиться властью, потому что не хотите, ну, как-то боитесь, что, может быть, человек неправильно воспользуется, ну, как бы своими возможностями. А также вот эта карта, знаете, такой, может быть, конкуренции, когда вам хочется быть лучше, чем кто-то рядом с вами, да, особенно это касается там тела, особенно это касается лица, внешности, да, вот того, как мы выглядим. Может быть, это, знаете, очень часто бывает, вот когда там мы посещаем фитнес-клубы или еще какие-то заведения, где мы вот тренируемся, да, вот рядом с нами люди, мы стараемся вот их превзойти в чем-то, и, может быть, даже вот какая-то борьба такая между нами происходит, да. Также карта связана со здоровьем. Может быть, вы не делитесь своей ответственностью, этим перегружаете себя, и может здоровье страдать от этого. А также здесь еще карта говорит о том, что нужно сделать какой-то важный выбор в том плане, что, может быть, выбрать какой-то новый способ решения ваших вопросов, не так, как вы привыкли. Также карта может говорить о покупке каких-то спортивных вещей, там, тренажеров. Кстати, карта очень часто связана с автомобилем. Может быть, знаете, тут, так как двойка жезлов у нас, может быть, вы в семью, допустим, приобретаете автомобиль, либо продаете вашу общую собственность, или, может быть, вы, опять же, хотите похвастаться своим автомобилем, чтобы он у вас был лучше, чем вот у тех людей, которые вот вызывают у вас вот такой протест, да? Вы хотите, чтобы у вас было все лучше, чем у них. То есть вот карта говорит о том, что вы можете просто терять энергию не туда, куда нужно. Она вот уходит зря, да, то есть это не то, куда стоит вообще, как бы, внимание свое направлять. Карта говорит о том, что вы и так замечательные, вы должны быть уверены в себе и не сравнивать себя ни с кем. Но также карта очень часто показывает новую сферу жизни, да, когда, допустим, мы работу какую-то начинаем новую, какой-то новый проект, новый источник дохода. А может быть, знаете, для кого-то это смена там имени, фамилии, да, допустим, кто-то там, допустим,
девушки замуж выходят или еще что-то такое. То есть либо просто к нам люди начинают по-другому относиться, видят в нас как бы совершенно другого человека. А может быть, мы действительно меняем тут как-то внешность, меняем прическу, там, перекрашиваем волосы или еще что-то такое делаем, что вот люди нас не узнают в нас того человека, к которому привыкли, да, то есть так тоже может быть. Да, здесь какие-то подарки могут быть. И карта говорит о том, что все-таки вот с этим моментом выбора, да, нужно прямо сегодня же, ну, как бы покончить, да, то есть вот эту конкуренцию всю из головы лучше убрать, чтобы она не мешала жить. А теперь посмотрим, что ждет у нас в работе, да. Работа у нас, опять же, старший аркан справедливость, то есть равновесие. Но карта говорит о том, что если вы заслуживаете этой работы, вы ее получите, да, то есть все по справедливости. Особенно будет вести людям, у которых вот образование как раз юридическое, все, что связано с работой в судах, юристами и так далее, вот это все будет успешно. Ну и, конечно же, составление каких-то договоров, прием на работу, ну, тоже хороший день для этого. Шестерка, шестерка червовая для тех, кто в поиске работы, говорит о том, что может исполниться ваша мечта. Вот то, к чему вы долгое время стремились, вы можете найти работу, вас могут оценить по достоинству. Для тех, у кого уже есть работа, карта говорит о том, что решаются какие-то серьезные проблемы, связанные с работой. Ну, может быть, как раз вот было сомнение оставаться на работе. Нет, скорее всего, вы останетесь, да, скорее всего, примут ваши какие-то предложения, если вы их выдвигали. Может быть, решится вопрос там с зарплатой, какие-то новые возможности могут приходить, какая-то информация важная. Как-то решаются очень сложные вопросы здесь. И кстати, может быть, даже вы будете где-то отдельно работать от других людей, да, от коллектива. Может быть, отдельный кабинет у вас будет. Либо эта работа может быть на дому, да, и вам так комфортно. Может быть, это решение всех проблем. И семерка трефовая – это для тех, у кого свое дело. Карта говорит о том, что, скорее всего, нужно заниматься сейчас организацией рабочего процесса, причем очень серьезно. Скорее всего, там много сложностей в этом. Нужно договариваться с людьми, с коллективом, как-то перестраивать их работу. И что еще здесь? Если, допустим, какие-то потери были в прошлом, нужно как бы их учесть на будущее, да, и ну, постараться сделать так, чтобы они не повторялись, чтобы не уходили как-то лишние деньги, чтобы, ну, скажем так, чтобы ситуация не повторилась, когда вы что-то теряете. Но также карта может говорить о том, что вы и можете вернуть себе какое-то что-то потерянное в этот день. Может быть, знаете, даже вы вообще решите как-то по-другому, какое-то другое направление в бизнесе выбрать, да, может быть, все как бы останется в той же самой теме, но, может быть, совершенно новое какое-то направление, процесс как-то по-новому организуете, а может быть, даже вообще поменяете и тему бизнеса своего. Теперь посмотрим, что будет в деньгах. Здесь у нас король жезлов, то есть карты очень хорошие на этот день, очень много возможностей. И вот жезлы – это у нас власть, это возможности, это общение, продвижение, это знание, да, то есть вот карта говорит о том, что у вас есть возможность осуществить свои цели и планы вот именно в финансовой сфере. Могут приходить деньги от людей влиятельных, помощь от государства, могут решаться вопросы денежные по судам. Также может быть деньги здесь на путешествие на какое-то приходят. Может быть, вы заранее планируете, да, и, может, даже оплачиваете путешествие. Может быть, здесь покупка каких-то дорогих вещей, статусных вещей, там, одежды статусной, да. Может быть, вы будете оплачивать обучение какое-то очень важное, которое повлияет очень сильно на вашу профессиональную сферу и финансовую сферу. Может быть, кто-то сдает экзамены сегодня очень успешно, или
кто-то получает там диплом, допустим. Ну, какие-то очень важные здесь могут быть происшествия, скажем так, хорошего такого характера. И очень часто по этой карте удачная сдача экзаменов по иностранному языку идет. Ну, в общем, карта такая очень интересная в плане расширения ваших возможностей. Посмотрим. Для тех, кто на зарплате, карта говорит о том, что есть возможность расти дальше, и увеличение может быть зарплаты, то есть вы без денег не останетесь здесь. Для тех, у кого свое дело, но здесь нужно менять направление для того, чтобы были деньги. Сегодня, скорее всего, будет много возможностей, много вариантов, и сложность в том, чтобы правильно выбрать вот то направление финансов, которому вы посвятите дальнейшую работу свою. Теперь отношения. Тройка жезлов в отношениях говорит о том, что, скорее всего, вам нужно искать опору вот в этом плане в других людях. То есть нужно общаться с новыми людьми, нужно заводить связи через своих знакомых. Может быть, нужно знакомиться с теми, с кем вы работаете, с кем вы обучаетесь и так далее. То есть тут как бы без других людей не обойтись. Для тех, кто в поиске партнера, вполне возможно новые отношения какие-то, да, обновление вот этой ситуации и, возможно, встреча с партнером, встречи с человеком, который стать может партнером очень серьезным, да, взять ответственность на себя там за отношения, там может быть там дом, дети потом и так далее. То есть, в принципе, хороший день для того, чтобы проявлять активность и знакомиться, но только здесь нужно именно самим активничать и через других людей действовать. Для тех, у кого пара, восьмерка червовая, говорит о том, что в ваш дом, скорее всего, будут приходить другие люди, друзья, может быть, по работе кто-то, и может быть, вы будете как-то очень эмоционально общаться, для вас это какой-то такой важный будет день. Может быть, какие-то сложные моменты удастся разрешить, взаимопонимание найти и так далее. Вот именно благодаря другим людям. Карта говорит о том, что, может быть, есть ограничения по тому, чтобы вот куда-то идти, ехать, да, вот, скорее всего, тут ограничение вам оставаться дома, то есть к вам кто-то может прийти, и для вас это может быть очень важно. Может, кстати, по работе кто-то приходит, и вы вот тут общаетесь. Может быть, кстати, у вас заключение сделки какой-то, купля-продажа. Ну, то, что вот именно вас обоих касается. Для тех, кто в ссоре. Король пиковый, карта говорит о том, что вас может помирить человек, возможно, более старшего возраста, более мудрый, либо просто даст совет, как это лучше сделать. Вообще, это карта примирения, карта мира, так что помиритесь обязательно. И совет на день. Десятка бубновая. Карта говорит о том, что нужно обновлять свои знания, нужно учиться, нужно профессионально как-то как бы углублять свой опыт. Кроме того, новые технологии, карта связана с эзотерикой, астрологией и так далее. То есть можно здесь чему-то такому поучиться, если у вас есть желание, можно обращаться ну, как бы за решением каких-то сложных вопросов к эзотерикам и так далее. То есть карта, которая говорит о том, что нужна какая-то новая информация, которую вы еще не знаете, да, что-то важное для вас может открыться благодаря новой информации. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы 12 мая было счастливым и повернуло как-то вашу жизнь к лучшему. Всего вам доброго, до новых встреч!